Среди различных видов бассейнов особое место занимают бетонные. Это классика искусственных водоемов, проверенная временем. Срок службы бетонных бассейнов составляет 100 лет, чем не могут похвастать никакие другие бассейны. Бетонные бассейны могут быть скиммерными или переливными. Первые являются традиционными. Вода в них находится ниже бортов. У вторых она переливается через края в специальные желоба. Переливные бассейны смотрятся весьма эффектно, вызывая иллюзию естественного водоема. На начальном этапе строительства проводятся гидрогеологические исследования площадки, на которой будет располагаться бассейн, и создается проект. После его утверждения заказчиком готовится котлован для бассейна. Обычно для выполнения земляных работ используется экскаватор, что ускоряет темпы строительства. Конечно, можно вырыть котлован и лопатой, но выигрыша никакого. Аренда экскаватора обойдется столько же, как и стоимость работы бригады землекопов. На дне котлована устраивается дренажная подушка из песка. Ее уплотняют, а сверху кладут слой мелкого щебня и тоже хорошенько трамбуют, после чего для гидроизоляции укладывают рубероид. Потом проводится армирование чаши. В 2 ряда укладывается и связывается проволокой арматура сечением 12 мм и ячейкой 200. Выставляется опалубка. В нее будет заливаться бетон. Необходимо предусмотреть места для установки закладных элементов бассейна, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Далее можно приступать к бетонированию. Но вначале нужно определиться, каким способом это будет делаться. В большинстве случаев бетонирование производится в 2 этапа. Вначале заливается дно, а потом стены бассейна. Однако в таком случае возникают холодные стыки, через которые может просачиваться влага. Лучший вариант – монолитная заливка. То есть бетонирование делается в один прием, сразу и дно, и стенки, что обеспечивает абсолютную герметичность чаши. Монолитное литье является самой надежной и в то же время самой сложной технологией бетонирования. Нельзя допускать никаких перерывов. Работы должны вестись безостановочно, а если нужно, то и круглосуточно. Для этого бетон необходимо поставлять бесперебойно и равномерно. То есть необходим высокий уровень организации производства, что по силам не каждому подрядчику. Подача бетона осуществляется автобетоносмесителями и автобетононасосами. Для обеспечения однородной плотности бетона, отсутствия внутренних раковин и минимизации капилляров, через которые может проникать влага, используются погружные и площадные вибраторы. Для бетонирования применяется бетон класса B25 марки W8. После застывания бетона опалубка снимается, чаша штукатурится и производятся отделочные работы. Кстати, бетонные бассейны единственные, которые можно облицовывать мозаикой, что придает им удивительную красоту и живописность.